Здравствуйте! С вами тележурнал Fusion. Калейдоскоп интересных решений, неожиданных находок, удивительных событий и встреч ждет вас в каждом выпуске нашего тележурнала. Загадочное, мистическое, неизведанное притягивает нас всегда, и древняя методика рейки не является исключением. Именно о ней во всех подробностях мы поговорим с гостем нашей программы. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Наталья Филиппова, директор рейки-студии во Владивостоке, член Международного союза мастеров рейки «Альянс», мастер рейки с 2002 года, окончила ДВГУ, а также факультет МБА «Финансы» Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации в Москве. Вы знаете, однажды в детском клубе я наблюдала такую картину. Маленькая девочка очень больно ударилась, подбегает к своей бабушке, а та и говорит: «Иди сюда, моя малышка, я тебе сейчас сделаю рейки». Я стала за ними наблюдать. Бабушка приложила свои ладони всего лишь к месту ушиба, и через несколько минут девочка побежала дальше. Я задумалась, думаю, что это такое рейки? Видимо, какое-то волшебство, или, может быть, какая-то энергия, которая передается через руки. Что это такое? Лечебная целительная практика. Она была открыта в Японии в конце XIX века. Очень известным человеком Микао Усуи. Он был из древнего рода самураев и потратил более 10 лет для того, чтобы найти ответ на вопрос, как исцелял Иисус. Рейки переводится с японского слова как божественное, универсальное, космическое – это иероглиф рей. И ки – это известный иероглиф энергия. И таким образом, когда мы кладем ручки, проходит энергия через меня и выходит на того человека, на которого я положила эти ручки. Либо на меня, если положила на себя. Но я хочу уточнить, к религии это не имеет никакого отношения, да? Абсолютно не имеет. Более того, это не противоречит ни одной религии. И я с 2006 года являюсь членом Рейки Альянса. Это Международный союз мастеров, которому более 30 лет. И он официально зарегистрирован в Америке, а также в Австралии, а также в Англии. И сами принципы Рейки, 5 принципов. Именно сегодня не беспокойся, именно сегодня не гневайся. Почитай родителей, учителей и старших. Проявляй благодарность ко всему живому, честно зарабатывай на жизнь. Вот и все. Не противоречит ни одной конфессии, которая есть в мире. Как вы оказались в этой методике, в рейке? У меня было очень много работы, знаете, такой период становления, роста компании, активного моего профессионального роста. И в это время начался некий кризис, связанный с усталостью хронической. Какие-то личностные отношения пошли. И в этом состоянии я встречаю знакомую, мою подругу, которая сейчас живет в Москве. И она мне говорит: знаешь, я вот обучилась рейки. Я говорю: боже мой, это секта, тебя заберут, квартиру заберут, деньги заберут, всего лишат. Она только посмеялась. И в какой-то момент как-то я говорю: давай посмотрим, что это такое. Когда я пришла, я обучилась. И поскольку математический мозг, да, то, соответственно, я очень-очень скептически к этому относилась. И первое время я не доверяла тому, что я думала, обучили, наверное, что-то обманули. Но когда я стала делать сеансы рейки для себя, фактически каждый занимается для себя. Контактные сеансы, просто прикладывать ручки вот так, в разных позициях, которые меня научили, я стала замечать чудеса. Во-первых, у меня нормализовался сон, потому что я финансист была, да, балансы, очень много напряженной работы. И у меня были уже такие некоторые моменты бессонницы. Стала спать абсолютно спокойно. Кроме этого, у меня стало изменяться эмоциональное состояние. То есть я стала на мир посмотреть по-другому. И те вещи, которые вчера меня как-то трогали, задевали, как будто это стало в сказке. Я смотрю и никак не реагирую. И кроме этого, у меня хроническое заболевание было, которое было признано врачами хроническим. И вот его нет. Ваша жизнь делится на до рейки и после до рейки и после рейки, да. И отмечаю то, что стало меняться как-то волшебным образом дела в работе. Как-то у меня пошла карьера вверх. По бухгалтерской линии? Сначала по бухгалтерской, потом неожиданно... То есть я уже стала мастером рейки, параллельно заниматься. И, конечно, я работала с тем, чтобы исцеляться от того, что мешает моему дальнейшему росту. И вот меня назначили генеральным директором компании торговой. Я до сих пор и работаю. Кроме этого, я получила еще 2 образования. Да? Но дело сейчас не в этом, а то, что жизнь началась активная, яркая.
как будто вокруг меня меняется калейдоскоп. Я много путешествую, при этом успеваю делать очень многие вещи. Ну вот так, это моя жизнь в рейки. Сейчас я с радостью вижу, как у моих учеников, те, кто посвятился, меняется здоровье, исцеляются близкие. А вот, к примеру, к вам приходит пациент, да, ну даже не обязательно пациент. Просто человек. Просто человек, да, который скептически настроен. Есть шансы его исцелить или как-то ему помочь, или нет? Самое приятное в этой истории рейки, что люди чаще всего приходят скептически настроены. И даже были случаи, когда говорили: вы знаете, я точно в это не верю, я специально пришел, чтобы вам доказать, что этого не будет. Но я чувствую, что люди в этот момент требуют, как бы привлекают к себе внимание и хотят помощи, по сути. И когда происходит обучение, уже буквально после на второй день у людей меняются лица. Я спрашиваю: как вы себя чувствуете? Как вы знаете, спокойнее, гармоничнее. Пришел домой, близкие что-то сказали, я уже не так реагирую. То есть это происходит поневоле, и даже самый скептически настроенный человек видит результаты. Здорово. Но, насколько я понимаю, все-таки рейки – это постоянное обучение, совершенствование. Ведь там есть несколько даже этапов, да, или ступеней роста. Всего 3. У нас всего 3 ступени, да, в рейки. Это традиционные рейки, которые пришло из Японии. И здесь 3 ступени. Первая ступень называется контактный сеанс целительный. То есть мы обучаем, как делать сеанс для себя, для другого человека. И люди спокойно обучаются и могут этим заниматься всегда. А есть 2 ступень – личностный рост. В этой ступени люди глубже изучают себя и больше дают энергии на исцеление подсознания. Это очень интересная такая область. И 3-я ступень, мастерская, отличается тем, что учат, как учить, как передавать рейки. Вот и все. То есть вот таким образом. На самом деле, какую-то целительную силу рук я еще верю с детства, потому что я помню, когда мне было плохо, все, что мне нужно было, это чтобы мама ко мне прикоснулась. И вот до сих пор я вспоминаю эти моменты, мамины руки. То есть, вообще у меня такое подозрение есть, что мама обладает моя чем-то. Хотя вот как бы, она этого не осознает, может быть. Но то, что мне было значительно легче, когда она была рядом, когда она ко мне прикасалась, это я знаю 100%. То есть, к примеру, если бы она обучалась этому, да, то у него бы вообще, наверное, все успешно бы пошло. Конечно, конечно. Здесь каждый человек рождается с этим. Но в силу социальных различных наслоений, эмоциональных, перегрузки, наши установки, то есть все, что человек как бы получает в течение жизни, как бы закрывает этот канал. Он, естественно, есть у каждого. Вы, наверное, регулярно летаете на какие-то семинары, да? Да. И вот очень приятно сказать, что в этом году, 24-25 марта, в Москве пройдет международный первый всероссийский конгресс рейки. И мы, наша студия, я буду совершенно принимать участие в этом. Кроме этого, правительство признало, у нас есть постановление правительства, которое признало эту практику абсолютно безвредной, абсолютно полезной для здоровья, что тоже приятно. То есть, чтобы люди не путали это с шаманством, с каким-то, да? Да, конечно. Потому что сейчас очень много всяких гаданий, каких-то там отворотов, приворотов шаманства. Наталья, сейчас идет весна, да? Я вот по себе чувствую, хочется чего-то нового, что-то в себе поменять, да? Может быть, как-то самой измениться в лучшую сторону. Что вы посоветуете тем, кто сейчас смотрит нашу программу? Я бы посоветовала прийти к нам, обучиться рейки и почувствовать действительно абсолютно обновленное весеннее новое состояние души, всех органов и вообще полностью изменить свою жизнь. Противопоказаний нет. Да. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я вам желаю успехов, желаю вам побольше хороших людей, которые будут приходить к вам в студию и радовать вас. И получать от вас такой позитив, который вы сегодня принесли в нашу программу. Фантазируйте, экспериментируйте, удивляйте. А Steel Fusion диктует вам лишь одно правило – никаких правил. Пока! Студия Рейки находится по адресу улица Пушкинская, 109, офис 301, телефон 2 75 44 88.